So what is your image then of free Bashkortostan? Я считаю, а также очень много башкир, которые сегодня проживают на территории Республики Башкортостан, и вообще все наше башкирское национальное движение, мы считаем, что мы достойны жить в своем собственном независимом государстве. I guess that our movement, we all Bashkirs, have right to live in our independent state. Россия, будучи, являясь в свое время Российской империей, потом Советским Союзом, и разваливалась несколько раз. Сперва при Российской империи отсоединились Польша и Финляндия. При Советском Союзе отсоединилось 15 республик, которые сегодня обрели независимость. Мы ничем не хуже их. И мы тоже так же хотим и надеемся, что Российская империя, потому что по-другому это она империя, она не федерация никакая, она тоже закончится и развалится, и все народы обретут свободу. So, Russian Empire has undergone several stages of ruination during its history. First of all, like parts of Poland and Finland separated from it after the collapse of Russian Empire in 1917. Then, after the collapse of the USSR, more than 15 republics got independency, and we are also worse that we are not like worse than them, so Russian Empire is empire, it's not a federation, and it will come to an end finally. Однако в будущее мы понимаем, что у нас очень тесные, скажем так, взаимоотношения между народами различными, между русскими и другими народами, поэтому мы что предлагаем? Мы предлагаем сперва дать нам независимость, а потом уже мы, возможно, если мы захотим, все вместе собравшись, обсудив это, создать что-то по типу Евросоюза, как вы же сейчас живете. Возможно, с бестаможенными границами, с единой какой-то валютой, с союзом наших армий. So, first of all, we need to get independency, but afterwards probably we can organize a union, like European, some sort of like European Union, with no internal borders, with similar currency, etc., and army, but it takes time. Еще я бы хотел заметить, что помимо национальных республик, есть еще такое, как регионалистическое движение. Apart from national republics, there is also a regionalist movement. Допустим, есть такие, был опыт отделения, попытки образования своих республик, как Уральская республика, Ингерманландская республика, Сибирская республика. У них у всех когда-то в свое время были попытки образования своей собственной государственности. So there were some republics inside the Russian Federation that attempted to get their own independence, like Ural Republic, Ingerman Republic, Sibir Republic. И поэтому вот уже сказал Раджана Рафис о том, что существует Лига свободных наций, куда входят перечисленные народы, но туда входят также как и регионалистические движения. И одна из наших задач также, чтобы именно Россия развалилась и по регионам, которые тоже обрели бы свою субъектность, свои республики, чтобы были Московская республика, чтобы была Южная республика, Казахия, чтобы была Сибирская республика и так далее. So, as it has been already said, we organized Free Nation League, and it also includes regional movements, and we want that all regions get their independency, like Moscow Republic, and so on and so forth. Потому что вот для вас, возможно, это кажется как-то странно, да, или там невозможно, фантастически, но возьмем английскую Великобританию, Великобританскую империю, сейчас есть Канада, сейчас есть Австралия, сейчас есть Новая Зеландия, и они прекрасно живут сами по себе.
являясь канадцами, австралийцами и так далее. So it might seem odd to you, but we can have a look at the experience of the United Kingdom and the countries like Canada, Australia, New Zealand that are largely independent and living their best. Ну и последнее, я хочу сказать, что вы должны все понимать, что Россия, если она останется такой, какой сейчас есть, она вновь станет империей, даже если сейчас придут к власти либералы условные, никто не дает гарантии, что через 10, через 20 лет она вновь не станет империей и вновь не начнет свою агрессивную войну против других свободных народов. It is very important to understand that even if liberal government comes up into power in the future in Russia, it doesn't mean that in 20 years it will become an empire again and attempt to occupy other independent territories. И последнее. Поэтому единственная надежда на то, чтобы избавиться от вот этого вот агрессивного монстра под названием Российская империя, это дезинтегрировать ее на 30-40 независимых демократических государств. So the only way to get rid of this monster as Russia is to disintegrate it into 30-40 independent states.